Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «День», в студии Ксения Бодрова. Коротко о главных темах выпуска. Кросс нации, спортивный забег в Ухте. Мы благодарим их за поддержку именно спортивного направления в городе Ухта. Помогите выжить, проблемы бездомных животных. Большое спасибо каждому, кто помогает данному приюту. Новая Ухта, вокалисты готовятся к финалу. Делаем хореографию, ставим голос, пытаемся сделать шоу. Конкурсная комиссия Ухты не допустила 2 кандидатов для участия в конкурсе на замещение должности руководителя администрации городского округа. Как сообщает агентство Коминформ, в список претендентов на кресло градоначальника не будут включены сотрудник компании «Лукойл Коми» Александр Варлахов и генеральный директор компании «Русский алюминий» Илья Величко. Причиной недопуска стало несоответствие документов заявленным требованиям, а именно недостаточный стаж на руководящей и муниципальных должностях. На сегодня в списке претендентов остались директор Северной управляющей компании Владислав Гаврилов, сотрудник МЧС по Коми Николай Литвинович, заместитель руководителя Сосногорского района Виктор Шомисов, руководитель обособленного подразделения Коми Моторс Андрей Пугачев, лидер региональных единороссов, вице-спикер Госсовета Коми Игорь Леонов и безработный Сергей Фукалов. Новый мэр Ухты будет выбран депутатами тайным голосованием на заседании Совета города 25 сентября. Напомню, 25 июля Олег Казарцев заявил, что оставляет пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. А накануне в эфире нашей программы «Итоги дня» Олег Казарцев рассказал о своем повышении. Многие ухтинцы интересуются, где и кем теперь будет работать Олег Казарцев. Мне предложено возглавить Министерство в Сыктывкаре, архитектуры и градостроительства. Получено согласие, и в ноябре месяце я приступаю к работе.